Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы рады видеть вас на презентации магистерских программ Акмулинского университета. Меня зовут Гульгина Багаудинова, и сегодня я помогу вам поближе познакомиться с ними. Сегодня с нами в студии Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования, а именно Шамигулова Оксана Алексеевна, директор института. Здравствуйте! Здравствуйте. Институт реализует большой спектр магистерских программ. Расскажите, пожалуйста, какие есть совершенно новые программы и почему именно их вы открыли? Но совершенно новые программы, которые мы запускаем только в этом году, это программа на платформе по направлению профессиональное обучение и профиль управления в социокультурной сфере. Это новая совершенно программа, которая стартует вот сейчас в 2021-2022 учебном году. Но помимо нее у нас, безусловно, есть уже и обкатанные программы магистерские, на которых мы также ждем наших будущих абитуриентов, и программы, которые, в общем-то, можно сказать, хорошо себя уже зарекомендовали, на которые мы ежегодно наблюдаем достаточный конкурс и наблюдаем за успехами уже наших магистрантов. Также я знаю, что в институте обучается очень много магистрантов с юридическим образованием. Что дает им магистратура? С юридическим образованием действительно к нам приходят, как правило, на программу тоже по направлению профессиональное обучение, профиль правовое обеспечение управления образованием. То есть, вероятно, это те студенты, которые хотят себя попробовать не только на профиле юриспруденции, да, и не только в сфере юриспруденции, но и непосредственно сделать уклон в сферу образования, поскольку это расширяет значительно возможности юридического образования. Дело в том, что юридическое образование вообще юридические вопросы в образовании, вот так, наверное, правильнее сказать, это одно из актуальных направлений на сегодняшний день, и это связано и с различными новыми тенденциями, которые происходят в сфере образования и которые требуют правовой регламентации. Поэтому специалист с юридическим образованием, да, или с образованием, связанным с вопросами правового обеспечения, управления образованием, действительно очень нужен в нашей с вами сфере. И не случайно, что, да, закончив юридический вуз на бакалавриате, ребята приходят к нам вот именно на эту программу правовое обеспечение управления образованием, где тоже себя очень хорошо находят. Уважаемые зрители, хотела бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать вопросы, касающиеся поступления в магистратуру в Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования, к нам в чат, в комментариях. Ответы на них вы услышите в конце нашего эфира. Ну, а мы продолжим нашу беседу. Также есть программы, которые реализуются с применением дистанционных технологий. Что это значит? Безусловно, применять дистанционные технологии мы стали задолго до вынужденной ситуации, когда мы практически все перешли на дистанционные технологии. И в данном случае дистанционные технологии применяются на программах заочного обучения, что дает возможность студентам, обучающимся не только в нашем субъекте, но и в других субъектах Российской Федерации, более комфортно учиться, не тратя время на длительные переезды и приезды на сессию. Таким образом, зимняя сессия, как правило, закрывается в дистанционном формате, и приехать сюда они могут уже только на летнюю сессию. Это удобно для работающих студентов, это удобно для студентов из других субъектов Российской Федерации или от далеко удаленных районов нашей республики. И, конечно же, это и требует, и развивает цифровые компетенции, которые очень нужны любому специалисту, независимо от того, какой профиль образования. Поэтому такие технологии мы применяем, как я уже сказала, задолго до пандемии, и планируем развивать и контент дистанционный, и те дисциплины, которые ведутся вот в таком формате. Но это дает дополнительные возможности. То есть мы чаще можем встретиться для консультаций, чаще мы можем провести какой-то другой формат онлайн, да, по нашим мероприятиям дополнительным, которые направлены на профессиональный и личностный рост студентов. И здесь мы видим достаточно большие плюсы применения данных технологий на наших магистерских программах. Да, конечно, это очень удобно. Давайте также поговорим о программе «Религия и духовная безопасность общества и государства». Для кого предназначена эта программа? Ну, нужно сказать, что программа «Религия и духовная безопасность общества и государства» – это программа по направлению педагогическое образование. И, конечно же, это работники сферы образования большей частью. Дело в том, что сейчас вопросы, скажем, светской этики, вопросы
духовной безопасности являются наиболее актуальными и вообще стоят в приоритетных, наверное, задачах нашего государства. Поэтому первый момент, который, наверное, очень важен при выборе этой программы, это желание разбираться в вопросах духовной безопасности и в вопросах воспитания подрастающего поколения, формирования у них духовных ценностей и реализации вот таких воспитательных задач в сфере образования. Вы знаете прекрасно, что задачи воспитания сейчас тоже являются одними из главных вопросов в нашей воспитательной и образовательной политике в целом. Поэтому это, безусловно, могут быть завучи по воспитательной работе, то есть заместители директоров школ по воспитательной работе. Это могут быть сотрудники, я думаю, что отделов образования и также ведомств, органов исполнительной власти в сфере образования, отвечающие за вопросы духовной безопасности, за вопросы воспитания, ну и, конечно, за вопросы внедрения предмета. Все знают прекрасно, что о том, что предмет ОДНКР – это предмет, который, в принципе, сейчас реализуется часто не специалистами, да, а людьми, которые получили только повышение квалификации. Что, я думаю, что тоже не совсем достаточно, поскольку предмет достаточно серьезный, опять-таки у него очень большое воспитательное значение. Поэтому данная программа, она, конечно, очень выручила бы и помогла бы решить многие, снять многие такие вопросы в сфере образования, ну и, в принципе, не только. А вот учителям истории какую программу стоит выбрать? Ну, в принципе, учитель истории может выбрать, наверное, любую из 4 программ, которые предлагает наш институт. Вот если внимательно вы проанализируете на сайте приемной кампании те магистерские программы, которые предлагает Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования, да, то вы увидите, что эта программа направления педобразования, историческое образование и актуальные вопросы обществознания. Это одна из программ, которая реализуется в нашем институте. Ну, скажем, оператором этой программы является кафедра отечественной истории и ее руководитель Картунов Алексей Иванович. Эта программа, в принципе, 2-й год будет реализовываться уже у нас в институте, и программа направлена на углубление знаний и умений учителя истории и учителя обществознания, да, на изучение отдельных актуальных вопросов истории и обществознания, методических вопросов, и поэтому для углубления своих профессиональных знаний и умений, также для профессионального роста, конечно же, учителю, который действительно занимается профессионально уже именно этим направлением, этой образовательной областью общественной науки, наверное, было бы интересно, на мой взгляд, учиться именно на этой программе. Потому что эта программа дает очень большой импульс в сфере профессионального роста учителя истории, учителя обществознания. Поэтому думаю, что, наверное, эта программа. Но, тем не менее, если вы хотите расширить свой спектр профессиональной деятельности и задумываетесь также и о карьерной лестнице в сфере образования и хотите расширить свои знания и умения не только, да, по вертикали, но и по горизонтали, то, конечно, еще и другие все 3 программы, которые предлагает наш институт, они также могут быть интересны и учителю истории. Как я уже сказала, это одна из программ педагогическое образование, профиль религии, духовная безопасность, общество и государство. Здесь руководителем программы является Абуденова Гульнара Талгатовна, доктор исторических наук, и оператором этой программы является кафедра всеобщей истории и культурного наследия. И это программы направления профессиональное обучение, программа профиль правовое обеспечение управления образованием, тоже программа, которая реализуется 2-й год. И эта программа преемственная к уже давней, наверное, программе, существовавшей и выпускающей студентов. Это программа «Правовой менеджмент в сфере образования». То есть, как правило, это сюда на эту программу приходят те, кто хотят продолжить вот именно свою карьерную лестницу, продлить ее, да, и либо приходят уже заведомо
управленцы в сфере образования, да, начиная, скажем, от завуча, зама директора школы, да, и, в общем-то, заканчивая представителями уже органов исполнительной власти в сфере образования. Самый широкий спектр управленческого аппарата в сфере образования, люди разных, можно сказать, здесь направлений деятельности, но, тем не менее, обучаются и на этой программе. И очень часто молодые начинающие учителя тоже приходят на эту программу, чуть-чуть с прицелом на будущее, да, так чуть-чуть на вырост, а почему бы и нет? Да, вот это правовое обеспечение в сфере образования. И вот, как я уже сказала, новая управленческая магистратура, тоже профессиональное обучение, управление в социокультурной сфере. Безусловно, эта программа тоже расширит ваши возможности и не только уже в сфере образования. Потому что на сегодняшний день любая профессиональная сфера очень быстро обновляется, требует новых умений, навыков, новых компетенций. И я думаю, что каждая из этих программ, она будет очень интересна учителю истории, в том числе тоже. Да, конечно. Да. А я бы хотела бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые зрители, можете задавать вопросы, касающиеся поступления в магистратуру в Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования, к нам в комментариях в чат. Мы их зачитаем в конце эфира и ответим на них. Давайте продолжим тему об учителях, раз уж начали. Как удается ли совмещать работу и учебу? Помогает ли институт в этом? Ну, конечно же, это сложный вопрос для самого обучающегося, для самого магистранта и студента, потому что взвалить на себя две такие задачи всегда непросто. Но в наше время, наверное, невозможно быть занятым чем-то одним. Это и особенность времени, и особенность молодежи, которая все-таки обучается, а чаще у нас обучается молодежь. Вот, когда я говорю молодежь, да, вообще очень люблю сейчас произносить это слово, потому что социологи спорят о том, а где заканчивается этот возраст. Да, но это когда-то он заканчивался 28-29, потом в 30, а теперь уже говорят, его продлили до 40 лет. Вот, поэтому, как правило, возраст молодежи решает очень много задач. И, конечно же, институт помогает в том, чтобы, и вообще заинтересован в том, чтобы наши магистранты уже пробовали и работали именно в профессиональной сфере. Даже те магистранты, которые не работают по профессии, как правило, за период магистратуры у нас очень благополучно устраиваются. Что касается вот этих перечисленных магистерских программ, нужно сказать, что практически до 100% у нас доходит трудоустройство, и вопрос трудоустройства именно в наших магистрантов остро не стоит в данном случае. Часто приходят именно те, кто уже работает, и для них, конечно же, мы создаем возможные условия. Ну, во-первых, это возможность индивидуального графика обучения. Во-вторых, это обучение по магистерским программам даже на очном отделении, научной форме обучения. Это обучение после 4 часов, то есть все занятия начинаются не ранее 16 часов дня, что позволяет, допустим, сделать все свои профессиональные, наверное, выполнить все свои профессиональные обязанности в школе или в другой образовательной организации и затем благополучно прийти уже учиться, прийти на пары, прийти на лекции, на практические занятия к нам в институт. И, конечно же, это заочные программы, которые тем более очень удачно могут быть востребованы именно среди работающих студентов, поскольку, как я уже сказала, зимняя сессия выносится на дистанционное обучение, и летняя сессия, она, в общем-то, приходится именно на тот момент, когда в школах уже заканчиваются учебные занятия, заканчиваются уроки, и наши студенты могут благополучно обучаться тоже здесь. Поэтому нужно сказать, что работающие студенты, они только выигрывают от совмещения работы и учебы. В каком плане? За время обучения в магистратуре мы максимально стараемся реализовать и создать условия, наверное, да, для личностного и профессионального роста наших студентов. Это различные мероприятия профессионального плана, различные конференции для учителей, конференции для работников образования, конференции для опять-таки наших школ-партнеров, других образовательных организаций-партнеров,
которые позволяют не только дополнить знания и умения, получаемые в магистратуре, но, как я уже и сказала, реализовать свои возможности, способности и так далее, повысить свои предметные и методические компетенции, что очень важно. И, как правило, эти возможности за время обучения, они даже больше, чем у просто работающего учителя или просто у работающего в образовании человека, поскольку вот этот импульс, драйв, да, вот, который испытывает студент во время обучения, успевая, сочетая все, он дает возможность и ставя перед собой большую планку, достигать больших успехов. И таким образом получать свое профессиональное портфолио, которое очень нужно будет и для аттестации будущей, да, получать свое профессиональное портфолио все больше и больше каких-то приятных сертификатов, грамот, дипломов и так далее. То есть наши студенты выигрывают и на международных олимпиадах, в том числе по педагогических олимпиадах, различных конкурсов, и с удовольствием участвуют в наших тоже таких больших мероприятиях. А вот включают ли программы какие-либо современные, уникальные курсы, которых нет в других вузах? Да, конечно, потому что, наверное, без этого мы не смогли бы конкурировать. Любая программа образовательная, она должна конкурировать, да? Ну, это рыночная экономика, мы же знаем, да? Поэтому здесь никуда мы не денемся. И, конечно же, в наши образовательные программы, наверное, в каждую из этих 4, мы заложили специальные курсы по выбору и специальные дисциплины в часть дисциплин, формируемые участниками образовательных отношений, которые, на наш взгляд, были бы востребованы и интересны тому или иной, в той или иной сфере, куда поступает наш обучающийся. Дело в том, что как мы вышли на такого рода дисциплины, программы и вообще программы практик, дело в том, что наш институт очень тесно работает с профессиональным сообществом, создавая это профессиональное сообщество вокруг себя и интегрируясь в другие профессиональные сообщества, в которых мы находим ведущих специалистов в той или иной области, о которых я уже говорила, и которых привлекаем в качестве экспертов к нашим программам, да, к нашим программам. И благодаря, наверное, практикам в каждой из областей, да, и в области методики преподавания истории обществознания, да, и в области реализации вопросов духовной безопасности, как в образовательной, так и в социокультурной сфере в целом, да, так и в области образовательного права или правового обеспечения управления образованием. Да. Вот во всех этих, наверное, областях, да, специалисты практики, во-первых, они на протяжении всей магистерской программы являются нашими партнерами и очень часто участвуют в реализации этих программ. Они выступают лекторами, выступают приглашенными экспертами на наши мероприятия и позволяют очень часто именно во внеучебной деятельности и в реализации лективных дополнительных курсов показать свои мастер-классы, поделиться уже опытом практика, да, и дать вот именно те бесценные, наверное, советы, консультации, которые, наверное, просто за партой мы нигде не получим. Поэтому я бы сказала, что здесь мы делаем акцент, и вот эта уникальность у нас на наших программах, она заключается в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами в каждой из этих областей и привлечение их на реализацию программ. А вот после обучения в магистратуре выпускники могут ли работать только в системе образования или же есть какие-то еще другие перспективы? Ну, конечно же, сейчас профстандарт, он задает определенные рамочные требования, которые мы должны соблюдать, да, и безусловно, если вы обратите внимание, что не случайно я не говорю только о профиле, да, а все-таки говорю о направлении, направлении наших магистерских программ. Почему? Потому что, ну, с профстандартом не шутят, да, и здесь, конечно же, именно направление определяет вашу сферу будущей профессиональной деятельности. Но, тем не менее, да, в силу того, что именно непрерывное образование сейчас набирает обороты, и всегда любое хорошее фундаментальное образование можно дополнить и курсами, и окончанием каких-то еще дополнительных образовательных программ, что можно сделать и параллельно обучаясь в магистратуре, то наши выпускники работают в самых различных сферах, кроме сферы образования. Вот. Это и сфера культуры,
Это и, как правило, очень много наших выпускников работает в сфере управления образованием. И, в принципе, есть студенты, которые хорошо, удачно нашли себя и в силовых структурах и ведомствах. Да? Поэтому здесь, наверное, секрет прост. Дело в том, что гуманитарное образование, вы видите, что все эти программы, это программы гуманитарные, они развивают аналитическое мышление, они развивают системное видение проблемы, что позволяет очень оперативно решать многие задачи. Поэтому работодатель, как правило, охотно принимает студентов после наших магистерских программ. Спасибо большое за интересную беседу и за полную емкую информацию. Сейчас давайте прокомментируем небольшой слайд о направлениях. Да, сейчас нам выведут на экран наши специалисты. Спасибо большое. Вот я видела перед тем, как мы сейчас вывели с вами слайд, очень много было сообщений в чате, да, и хотелось бы, уважаемые участники, конечно же, всем ответить, мы постараемся, да? Да, конечно. Давайте посмотрим, в принципе, здесь вот на этом слайде вы видите сейчас все те 4 программы, о которых я только что говорила, это профили озвученные, и здесь такая удачная шпаргалка для всех, кто поступает, хороший ориентир, сколько бюджетных мест, сколько коммерческих планирует набрать или может позволить себе набрать институт, и какие вступительные испытания перед вами будут при выборе той или иной программы. Обратите внимание, что историческое образование и актуальные вопросы обществознания, эта программа будет реализована в очной форме обучения. Вы видите, что для того, чтобы вам попасть или стать студентом этой программы, вам нужно сдать комплексный экзамен по направленности историческое образование и актуальные вопросы обществознания. Нужно сказать, что программы всех экзаменов размещены на сайте приемной кампании нашего вуза. И с недавнего времени, с прошлого, наверное, года, мы унифицировали формат всех вступительных испытаний в магистратуру. И на сегодняшний день это тестовые задания, которые вы выполняете, в принципе, за компьютером, и которые не представляют обычно большой, наверное, сложности для тех, кто скачал заранее себе программу с сайта и проштудировал эти вопросы. Ну и, конечно же, вы видите, что на этой программе 14 бюджетных мест на очной форме обучения и 16 коммерческих. Это очный формат обучения. Следующая программа «Религия, духовная безопасность общества и государства». Она реализуется с помощью дистанционных образовательных технологий, как вы видите. Реализуется в заочной форме обучения. Здесь точно так же комплексный экзамен по профилю, где соединены различные вопросы, которые составляют профиль религии, духовной безопасности общества и государства. Да? Ряд гуманитарных вопросов в данной сфере. И данная программа, обратите внимание, также реализуется как в бюджетной форме, так и в коммерческой. 10 бюджетных мест, на которые мы с удовольствием ждем наших студентов, ну и 20 коммерческих. Следующие 2 программы, посмотрите, это профессиональное обучение и управление в социокультурной сфере. Также будет реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий. И здесь комплексный экзамен по профилю управления в социокультурной сфере. Тоже собраны вопросы экономики, собраны вопросы социологии, которые касаются социокультурной сферы. Но еще раз говорю, что подробно с вопросами можно ознакомиться на сайте нашей приемной комиссии. И программа «Правовое обеспечение управления образованием» тоже реализуется на заочной форме обучения. Вы видите, что здесь 12 бюджетных мест, 18 коммерческих. И профильный экзамен будет также включать в себя большей частью правовые вопросы, но могу даже сказать такую небольшую подсказку, что все-таки правовые вопросы, хотя мы берем предмет правоведения, тем не менее правовые вопросы заточены именно на сферу образования. То есть те вопросы, которые больше связаны с нормативно-правовым обеспечением образования. Вот. Ну и обращаю ваше внимание, что новая программа, о которой мы говорили, она будет реализована в этом году как в очной форме, так и в заочной. И вы видите, что бюджетные места представлены на той и на иной форме обучения. Спасибо большое, Оксана Алексеевна. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Также нужно сказать, что 27 мая состоится очная презентация программы управления в социально-культурной сфере во втором корпусе в 206 аудитории в 2 часа дня. Давайте мы быстренько пробежимся по вопросам. Так,
Приветствует, приветствует. Сколько стоит обучение в год, спрашивают. Ну, стоимость обучения указана на сайте Мгм. приемной компании, поэтому я думаю, что вам лучше посмотреть. Стоимость на заочной форме обучения и на очной у нас разная. Мгм. Поэтому, конечно, на заочной она значительно меньше, скажем, в 3 раза меньше, чем на очной, да, а на очной форме обучения она побольше. Мгм. Вот. Поэтому я думаю, что на сайте приемной компании вы посмотрите эту стоимость обучения. Мгм. И у вас будет еще повод туда зайти. Да, конечно. Также здесь нас многие приветствуют, также пишут спасибо большое за ценную и доступно изложенную информацию. Заинтересовала магистратура управления в социально-культурной сфере. Хочу поступать к вам. Спасибо большое, да, за хорошие такие посылы. Вот. Милости просим. Да, конечно. Время нашего эфира подошло к концу. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое нашим зрителям, что были с нами. С вами был Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Ждем вас в нашем Акмулинском университете. Ну и напомним, что приемная кампания у нас начинает работать 14 июня. Да. Спешите подать документы. Мы очень рады нашим будущим абитуриентам, нашим студентам. Ждем вас.